Главные события уходящей среды 18 мая в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Коротко о темах. Кинопавильон в Якутске позволит создавать более 40 фильмов в год. Его ключевой задачей станет обеспечение стабильного кинопроизводства на Дальнем Востоке. Сегодня отмечается 3-я годовщина со дня создания добровольческого отряда «Ботур». За это время через отряд и центр подготовки прошло более 1000 якутян. В Ленском районе продолжается водное сообщение по маршруту Ленск-Пелидуй-Витим. Узнаем график движения и стоимость перевозки. В Якутии проходят матчи нового сезона юношеской футбольной лиги за первенство на Дальнем Востоке. Всего в нем принимают участие 9 команд по 2 возрастным категориям. Во второй день Всероссийской конференции «Современные тенденции и технологии в развитии офтальмологии» прошли операции с участием приглашенных гостей и осмотры пациентов. Также продолжилась и работа по секциям. Тему продолжит Вероника Таёрская. Витреоретинальная операция по праву считается одной из сложнейших. Она подразумевает вмешательство, направленное на лечение заболеваний сетчатки и стекловидного тела глаза. В ходе операции хирурги могут как восстановить, так и удалить стекловидное тело. Дополнительным существенным осложнением может стать наличие сахарного диабета у пациента. Данные пациенты не представляют достаточно серьезную социальную проблему на сегодняшний день, и при отсутствии должного вмешательства они, к сожалению, теряют зрение. Поэтому постараемся поделиться сегодня опытом с коллегами из Республики Якутия. И надеемся, что наш приезд будет чрезвычайно позитивным для них. Данная операция относится к микроинвазивной. Она делается через микропроколы диаметром всего около полумиллиметра. И через данные микропроколы используются одноразовые инструменты, с помощью которых выполняются манипуляции внутри глаза. Естественно, при сахарном диабете используются и лазерные технологии. Не менее сложные операции прошли в соседнем зале. Так, одному из пациентов провели комбинированное хирургическое вмешательство с целью устранения проблем с сетчаткой глаза и замены хрусталика на искусственный. Пациент 60 лет, у него очень высокая близорукость, порядка -10, катаракта, то есть помутнение хрусталика. Также у него проблемы с сетчаткой. Там происходят надрывы сетчатки, и у него есть угроза потери зрения. Пациентка, которую мы уже проапеллировали, у нее был макулярный разрыв. Это разрыв центральной зоны сетчатки, из-за которого пациентка фактически потеряла зрение. Сейчас мы ее прооперировали. Я думаю, что в течение месяца она реабилитируется. Но, может быть, не 100%, но будет она видеть гораздо лучше. Еще одной уникальностью операции стало использование высокотехнологичного оборудования. Аппараты прибыли в распоряжение больницы несколько дней назад. Это система 3D-визуализации Ingenuity, и коллега из другого субъекта Российской Федерации показывает, как необходимо работать на нем. Что означает этот прибор? Он позволяет без микроскопа наблюдать через систему как раз этой визуализации, транслировать на экран весь ход операции, что для хирурга удобно. И видно сразу, что происходит непосредственно на операционном поле, и можно расширять это пространство для того, чтобы видеть, каким образом проходит операция. Приглашенные хирурги из Иркутской и Ленинградской областей не только провели мастер-класс по сложным вмешательствам, но и обучили тонкостям работы с новым оборудованием. Вероника Таёрская, Виктор Дьячковский, Якутск. Сегодня отмечается 3-я годовщина со дня создания добровольческого отряда «Ботур». За это время через отряд и центр подготовки прошло более 1000 якутян. Командир первого отряда Александр Колесов первым из якутян был представлен к званию Героя России. Вместе с ветеранами боевых действий на праздновании годовщины побывал и мой коллега Александр Хабренко. Крепким рукопожатием и братскими объятиями встречают друг друга бойцы отряда «Ботур». Каждый из них в свое время принял решение отправиться в зону боевых действий и сражаться плечом к плечу со своими товарищами. Многие ребята проявили недюжинную силу, отвагу, мужество. Многие награждены государственными наградами. И в целом движение себя оправдало. Добровольческое движение Якутии, оно прославилось на всю Россию. Ребята выполняют боевую задачу плечом к плечу со своими братьями из всей России. И Министерство обороны и руководство страны высоко оценили вклад наших добровольцев в специальную военную операцию. В первый отряд вошли ветераны боевых действий, те, кто уже понюхал пороха за свою жизнь. Но дальше к отряду стали присоединяться простые парни и мужчины, часто даже без опыта срочной службы.
И тогда было принято решение создать тренировочный центр, в котором будущих бойцов готовят к боевым действиям. Очень больших результатов достигли. Сейчас уже еще есть и полевой лагерь, где у нас и окопы в полный рост, блиндажи, для того, чтобы наши добровольцы изначально уже знали, как они будут там жить, да, в каких условиях. Есть классы БПЛА, очень хорошая техника, Уралы, МТЛБ. Хотелось бы сказать спасибо инструкторам за их терпение, за то, что они готовят людей. Сейчас на передовой находится уже 28-й отряд, а в тренировочном центре проходит подготовка новобранцев из 29-го. Бойцы БОТУР выполняют боевые задачи на важных направлениях спецоперации. Мы находились в Купянском направлении, да, отряд БОТУР. За это время, конечно, было много чего. Война, были потери, да, было обидно, конечно, молодые ребята. Но мы поставленные цели, задачи командованием все выполнили достойно. Ребята все достойны похвалы. В день трехлетия бойцам отряда вручили государственные награды Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Но самое главное, что в этот день многие бойцы могли встретиться со своими боевыми товарищами и пожелать друг другу одного – скорейшей нашей победы. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутии 24 888 школьников и 2943 студента из многодетных семей получают бесплатное питание. Такие цифры озвучила министр труда и соцразвития региона Елена Волкова. По информации главы якутского Минтруда, в 2024 году 14 146 многодетных семей посетили музеи бесплатно, а в первом квартале этого года 7145. В прошлом году 13 982 школьника из многодетных семей бесплатно ездили на общественном транспорте. В первом квартале этого года это 8501 ребенок. Льготы на оплату жилищно-коммунального хозяйства в минувшем году получили 5873 семьи на общую сумму 81,4 миллиона рублей. А в первом квартале этого года 7027 семей. В 2027 году в Якутске по поручению президента России Владимира Путина планирует строительство многофункционального кинопавильона полного цикла. Его ключевой задачей станет обеспечение стабильного кинопроизводства на Дальнем Востоке. По оценкам, создание кинопроизводственного центра позволит выпускать до 40 полнометражных фильмов ежегодно. Каждый из них будет не только культурным продуктом, но и экономическим активом. Суммарная выручка новых картин может достигать до 5 миллиардов рублей в год. Внутри павильона разместятся 50 кинокомпаний и резидентов, которые создадут 700 новых рабочих мест, а их совокупная годовая выручка также превысит 5 миллиардов рублей. Состояние обеспечения Саха-печати обсудили сегодня на правительственном часе депутаты и представители профильных ведомств. Одним из ключевых вопросов стало повышение качества печатной продукции. На сегодня износ оборудования, находящегося в редакциях, составляет 68%. Также участники правчаса обсудили внедрение новых технологий и развитие родных языков. Саха-печать сегодня активно принимает участие в популяризации языкового и культурного наследия. Работники предприятия реализуют площадки для публикации новостей, издают справочные издания и разрабатывают сайт. Проводим мы этот правительственный час накануне праздника, который самый молодой день национальной печати. Он будет 1 июля. Он всего лишь несколько лет существует. Это тоже очень важно. Значит, рассмотреть этот вопрос. И во время проведения федерального сабантуя Республики Татарстан мы провели круглый стол. Республики Саха-Якутия и представители Татарстана по вопросам национальной печати обменялись опытом. Это очень важно. Завершился ежегодный образовательный проект «Бизнес-дети», организованный центром «Мой бизнес». Этот интенсив помогает развивать у детей и подростков предпринимательские навыки, обучая их основам бизнеса и маркетинга. В течение второго дня в интенсиве приняли участие 21 юный бизнесмен из Якутска и ряда районов республики. Дети прошли различные мастер-классы, узнали, как использовать современные технологии для продвижения своих идей. Разделившись на команды, они разработали собственные проекты и в дальнейшем будущем будут работать над их улучшением.
Я раньше очень редко участвовала в командных работах, точнее не активно и не по своему желанию. А сейчас мне очень это нравится даже. Я, кстати, еще нашла друзей во время процесса придумывания нашей компании. И я узнала понятия и явления в бизнесе и, например, что такое стратегия и что такое УТП. Есть мысли, что я, возможно, создам свой бизнес. В Ленском районе продолжается водное сообщение по маршруту Ленск-Пелидуй-Вити. В этом месяце судно будет ходить 5 раз в неделю. Направление пользуется большим спросом, мест свободных не бывает. Тему продолжит Светлана Балеева. Сегодня Полесье отправляется по маршруту Ленск-Витим-Пелидуй. Как всегда, мест свободных нет. Татьяна Туркевич – постоянный пассажир. Ее знают в лицо и проводник, и командир судна. У женщины 11 детей. Все они родились в Ленском роддоме. Для роженицы, надо сказать, проезд был бесплатным. Сегодня субсидированный билет ей обошелся в 3500 рублей. На этот раз Татьяна приезжала к нотариусу. Если кто-то не едет, можно что-то передать. Вот. И, я приезжала в общем, документы сделала, так как у нас там в Пелидуе не всегда можно попасть к нотариусу. Она бывает раз в месяц. И здесь можно к ней более доступно прийти в любое время. И сделать документы. Кто-то приезжает по больничным делам. Татьяна призналась, что билеты нужно приобретать заранее. Полесье пользуется большим спросом. В этот день в районный центр по делам приезжала и заместитель главы поселка. Алена Борисовна приехала утром, и уже после обеда женщина отправилась домой. Мы очень рады, что все-таки у нас водный транспорт в этом году есть. Для жителей Витима, Пелидуя это очень хорошо. Мы очень боялись, что не будет этого вида транспорта, потому что были серьезные финансовые трудности и у компании, и у района по поводу субсидий. Мы рады, что все-таки вопрос решился. И наши жители пользуются. И субсидированный билет. Все-таки 3500 – это не 7000. По этому направлению Полесье курсирует 5 раз в неделю. С 13 июня запущены коммерческие рейсы между Алекминском и Ленском. Такое соглашение было достигнуто между районной администрацией и Ленатурфлот. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Стоимость составит 8500 рублей. Также достигнуто соглашение с Ленатурфлотом о предоставлении субсидии с бюджета муниципального района Ленский район. Субсидия составила 2 390 000 рублей. Будет осуществлено 80 рейсов по маршруту Ленск, Хамра, Ярославский, Пелидуй, Витим, Ленск. Это очень социально значимое направление, что позволит жителям Ленского района получать скидку 50% на стоимость проезда. Также субсидированными стали перелеты на самолете по направлению Ленск-Мирный, Мирный-Ленск. Количество рейсов увеличено. Они будут осуществляться до 20 августа. Полесье будет ходить до окончания навигации. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. У выпускников учреждений среднего профобразования продолжается государственная итоговая аттестация. В Алданском политехникуме полным ходом идут демонстрационные экзамены. Для горных электромехаников испытания уже позади. На финишную прямую вышли мастера по обслуживанию и ремонту автомобилей и специалисты по переработке нефти и газа. Подробности в нашем следующем материале. В Алданском политехникуме продолжаются демо-экзамены. В первый день недели к сдаче государственной итоговой аттестации приступили без 5 минут мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. Первым на экзаменационную площадку прибыл Игорь Воложайкин. Задания оказались понятными, однако сейчас пройти весь алгоритм действий необходимо особенно четко. Оценка пойдет в диплом. Я считаю, все хорошо идет. В данный момент я устанавливаю колесо на место. И буду приступать там к следующей части. В этом году в политехникуме государственная итоговая аттестация в форме демоэкзамена проводится по 6 специальностям. Площадка по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей стала одной из наиболее крупных. В течение почти 2 недель навыки и умения здесь покажут более 30 человек. В этом году сдают 2 группы мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей. Проходит, получается, по обслуживанию различных узлов и агрегатов автомобиля. На каждого человека у нас выдается 2,5 часа.
Отличительной особенностью выпуска автомехаников 2025-го стало достаточно большое количество девушек. В этом году по данной специальности политехникум заканчивают 7 выпускниц. К слову, у представительниц прекрасного пола преподаватели отмечают особую аккуратность, старательность и скрупулезность. Мария Кискина сдавала демо-экзамен в числе первых студентов. Настроение отличное. Занималась я электрикой. Вот, особо ничего сложного нет в этом, но впереди еще у нас ходовая часть. Самое тяжелое, что там есть, это колеса. Ну, там эксперты помогают поддержать, там, закрутить. Навыки и умения выпускников оценивают потенциальные работодатели, сотрудники предприятий района. Геннадий Филин является постоянным независимым экспертом демонстрационного экзамена. Ребята подготовлены нормально. Будет кому нас заменить в будущем, наберутся опыта. Экзаменационная площадка для автомехаников находится в автомеханической мастерской, а в главном учебном корпусе выпускные испытания проходят будущие специалисты по переработке нефти и газа. Группа, изучающая эту специальность в политехникуме, является единственной. Набор студентов на данное направление, предусмотренная программой «Местные кадры в промышленность», был осуществлен в 2021 году. Сдавать будет в общем 21 человек. В смене получается 3 человека. С утра до обеда и после обеда также 3 человека, то есть в день 6 человек. Им нужно будет сделать оценку качества, то есть отобрать пробы пробоотборным устройством. Также провести холодную горячую циркуляцию переработки нефти. Софья Шкурлатович зашла в аудиторию в первой тройке студентов. Сначала на площадку приглашались претенденты на красные дипломы. Настроение хорошее. Мы все время готовились к этому демо-экзамену. У нас, конечно, был очень маленький срок, но мы успели. Виктория Вадимовна нас научила, всему обучила, как можно больше сделала. Знания и умения будущих переработчиков топливно-энергетических ресурсов оценивают сотрудники Алданского участка «Газпром» и специалисты лабораторной службы Комитета государственного экологического надзора. Со студентами представители предприятий района работали в течение всего процесса обучения, организовывали профориентационные встречи и проводили экскурсии на производство. Велась работа. Сейчас у меня находится 5 человек по диплому. Отрабатываем. В принципе, пока что все нормально. Ребята сильные. Думаю, что себя покажут в будущем. Демо-экзамен по специальности переработка нефти и газа рассчитан до конца недели. Отметим, выпускные испытания уже остались позади для горных электромехаников. В ближайшее время эстафету примут мастера по ремонту и эксплуатации контрольно-измерительных приборов, лаборанты химического анализа и сварщики. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Осталось чуть больше недели до Эсэха Туймады. В преддверии национального праздника глава города Евгений Григорьев провел осмотр местности Усть-Хатын. Подробнее о том, что ожидает гостей, в сюжете Тимура Колмогорова. В данный момент на территории Усть-Хатын продолжаются работы по благоустройству, налаживаются системы водо- и электроснабжения, а также проходит утрамбовка дорог. Помимо этого ведется работа по модернизации инфраструктуры комплекса. Также уборка территории, санитарная очистка, обработка от комаров, плюс электроснабжение. Получается, 27 июня полностью здесь будет запитано. Если будет отключение электроэнергии, здесь мы поставим 2 резервные аварийные дизельные электростанции. Тоже мы это предусмотрели. В этом году Эсэх Туймады приурочен знаменательным датам: 80-летию Великой Победы, 125-летию известного деятеля якутской культуры Сергея Зверева и 100-летию видного государственного деятеля Гаврила Чиряева. Всего запланировано проведение более 100 различных мероприятий. Если говорить подробно о культурной программе, в этом году мы попытались учесть все, включили все заявки, которые к нам поступили. Это концертные программы. У нас будут гости из Хабаровского края, ансамбль песни и пляски Министерства обороны примет участие с концертной программой. Ну и из Москвы артисты приезжают и во время Эсэха тоже дадут свои концертные программы. Традиционно одним из самых ожидаемых событий Эсэха Туймады станут игры Дыгына. Нынешний турнир станет 30-м по счету. В борьбу за лавры первенства выступят 16 сильнейших многоборцев республики. Отметим, что
победитель игр получит денежный сертификат на сумму 3 миллиона рублей и автомобиль УАЗ «Патриот». Еще, кроме игр, у нас пройдет игры Бергена. Да, это среди детей. Мы тоже отбор сделали. Спортивная площадка с утра будет. 8 детей отбирались на игры Бергена. Там тоже хорошие призы. Молочник «Дождик» призы выставил, да. Мотоцикл, велосипед и самокат. И пройдут наши традиционные игры хапсарай, масс-рестлинг, стрельба из лука. Во время проведения СЭХа в сторону Усть-Хатына и обратно будут курсировать 2 маршрута. Стоимость проезда наличными составит 80 рублей, а безналичным методом 70. На самой территории будут работать специальные шаттлы. Вместе с тем глава Якутска предупредил жителей, что на территории комплекса будет выключена связь мобильного интернета. Будут работать мобильные телефоны только на звонки. Не будет работать интернет с мобильных телефонов, поэтому для удобства горожан прошу, пожалуйста, всех максимально взять возможность снять наличные, либо взять карточку физическую для обеспечения оплаты в общепите и торговых рядах. Для работы стабильной торговых рядов мы обеспечим их связью проводной. В этом году на СЭХе Туймада ожидается более 25 тысяч гостей не только с районов республики, но и из других регионов России. Напомним, что праздник пройдет 28 и 29 июня в местности Усть-Хатын. Тимур Калмогоров, Станислав Потапов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.